Привет другу. Так, можем направить, но видите, это некрасиво. То есть ректор скажет на фоне этого сидеть. Ну, пересядем, если что. Мне кажется, вообще эти министерские, может, уйдут сразу, нет? Да, тут красивее, конечно, будет. А в прошлый раз ведь с мест, по-моему. С мест, да? Да, направляли тоже с мест. Можно будет и с мест. Ну, скажем, если что, как скажут, так и сделаем. Как скажет ректор. Да. Если бы мне сказали вообще не надо, я была рада. Вернулись бы домой. Да, посидели бы тут. На родину. Да. Добрый день, уважаемые коллеги! Вас приветствует Комреспубликанский институт развития образования. И мы сегодня совместно с вами, уважаемые коллеги, проводим второе официальное заседание Республиканского учебно-методического объединения по программам среднего профессионального образования. Уважаемые коллеги, для нас каждое заседание является действительно очень важным профессиональным событием. В течение этого года произошли большие изменения, связанные со стратегией развития системы среднего профессионального образования. На коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, которая состоялась в ноябре этого года, министр просвещения обратил внимание на необходимость рассмотрения в каждом субъекте Российской Федерации актуальных вопросов, которые в настоящее время не вошли в план заседания нашего РУМО, а также в план работы Республиканского учебно-методического объединения. Коллеги, я хочу напомнить, что уже в течение этого года наши члены являются очень активными представителями профессионального сообщества. Мы понимаем, что такие встречи нам необходимы, и если первое заседание у нас проходило в очном режиме, мы с вами могли включаться в профессиональную дискуссию, то сегодня мы решили провести заседание с привлечением выступающих именно для очного участия в нашей онлайн-студии. А другие члены, к сожалению, с нами находятся в дистанционном формате подключения. Ну что важно, уважаемые коллеги, что каждый из вас имеет возможность задать вопрос, а также получить в форме презентаций, либо материалов дополнительных, более подробную информацию по каждому вопросу, который мы с вами будем рассматривать. Уважаемые коллеги, я передаю слово для приветствия Веру Павловну Кузьмину. Я прошу вас приветствовать, и слово передаю. Вера Павловна, вам слово. Уважаемые коллеги, очень приятно собраться опять с вами для обсуждения основных вопросов, связанных с развитием системы профессионального образования в Республике Коми. И сегодня в нашей повестке присутствует Павел Владимирович Ладанов, начальник отдела профессионального образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Он нам доведет стратегию развития системы среднего профессионального образования в Республике Коми. Далее мы с вами обсудим, хотелось бы обсудить с вами, и на ваше пока обсуждение, наверное, сложно это называть, раз мы работаем с вами в онлайн-режиме, но я представлю некий план семинаров, которые мы хотели бы рассмотреть, обсудить, возможно, те вопросы, которые будут у нас в течение учебного года в связи с изменением федерального законодательства в области среднего профессионального образования.
Кроме этого, мы предоставим слово Галине Владимировне. Она подведет мониторинг общепрофессиональных компетенций студентов СПО и повышение уровня общего образования в организациях среднего профессионального образования. Вы знаете, что очень большие изменения у нас происходят в структуре основной профессиональной образовательной программы, и мы должны эти вопросы с вами тоже заслушать и принять во внимание. Следующий вопрос – это практика и практическая подготовка обучающихся, изменение федерального законодательства, нормативно-правовое обеспечение и реализация в образовательных организациях среднего профессионального образования. Этот документ, связанный с этими изменениями, он вышел в конце сентября 2020 года, но также он существенно влияет на структуру основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, на организацию образовательного процесса, на те локальные акты, в которые вам необходимо внести изменения. Мы заслужим с вами Ванюту Зою Николаевну, заместителя директора Сыктывкарского лесопромышленного техникума. Ну и в конце я подведу общие итоги нашего заседания. И таким образом мы постараемся завершить. Я думаю, что где-то в 16 часов, 16:10 мы должны завершить. Мы закроем с вами наше заседание. Так. Спасибо, Вера Павловна. Уважаемые коллеги, у меня несколько вопросов к вам. Скажите, пожалуйста, видно ли наши презентации, которые загружены на платформе, и хорошо ли слышно всех выступающих? Если да, поставьте 2 плюсика. Видим. Спасибо, коллеги. Да. И напоминаю, что вы можете задавать вопросы. Мы определяли регламент нашей деятельности, что у нас будет выступление по 10-15 минут, но в дальнейшем все данные вопросы найдут отражение в практикоориентированных семинарах. Коллеги, это важно понять, что сегодня мы только определяем те общие концепции, которые в дальнейшем нам необходимо будет распространить именно в системе профессионального образования уже как инструменты для нашей деятельности. И мы предполагаем, что именно с вашим участием будут проходить онлайн-семинары, пока мы говорим об онлайн-режиме, в рамках которых мы более подробно сможем и с вашим участием уже представить практику реализации тех или иных проектов, а также направлений, которые сегодня будут рассматриваться. Коллеги, вот такие установки, поэтому, Вера Павловна, я передаю вновь вам слово для того, чтобы уже работать по программе. Итак, стратегия развития системы среднего профессионального образования в Республике Коми. Мы предоставляем слово Ладану Павлу Владимировичу, начальнику отдела профессионального образования. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я рад всех, не видеть, к сожалению, но хотя бы, надеюсь, услышать в виде обратной связи тех вопросов, которые вызовут интерес в рамках обсуждаемых, по тем вопросам, которые вызовут интерес в рамках обсуждаемых тем. В своем выступлении я остановлюсь на 2 аспектах. Коротко обозначу приоритетные задачи, стоящие перед системой среднего профессионального образования на ближайшую перспективу, и буквально тезисно озвучу те результаты работы, которые мы все вместе с вами достигли уже вот по итогам уходящего этого 2020 года. У нас осталось чуть менее 40, по-моему, дней до уже празднования очередного Нового года. Итак, уважаемые друзья, когда мы буквально недавно проводили такой стратегический штурм у себя в министерстве, конкретно в отделе профессионального образования, на предмет того, а как же нам до простого жителя, обывателя донести ту цель, которая обозначена в национальном проекте образования в части подготовки профессиональных кадров для различных отраслей экономики. Поскольку там она написана действительно так глобально, очень емко и так далее. И вот к чему мы пришли. Почему я намеренно хочу ее озвучить? Потому что, по сути, это и будет вся та красная нить нашей стратегии
развития системы СПО. Итак, по сути, мы все с вами занимаемся тем, что мы осуществляем подготовку молодых профессионалов. И вот кто такой молодой профессионал? Это квалифицированный рабочий либо специалист, подготовленный для реального сектора экономики и обладающий необходимыми профессиональными знаниями, навыками, умениями, в том числе по стандартам WorldSkills. Так вот, для того, чтобы нам выполнить вот эту цель, нам необходимо с вами постоянно, скажем так, совершенствоваться по таким направлениям работы, как это те задачи, которые обозначены в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы». То есть, по сути, весь проект «Молодые профессионалы» как раз и нацелен на достижение и выполнение этой задачи. Итак, первое направление – это развитие. Ну, мы сейчас будем говорить про республику, поэтому развитие в республике Коми современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. И здесь давайте так договоримся, я буду перекликать сразу с тем в рамках задачи, что уже у нас в республике сделано. Здесь огромное хочется сказать спасибо всем вам, уважаемые коллеги. В республике Коми сделано в этом направлении немало нашими общими усилиями. И хочу сказать, что на уровне субъектов Российской Федерации мы выглядим на достойном уровне. Во-первых, в республике Коми уже создано 25 мастерских современных. В том числе даже и на базе федерального вуза такие мастерские созданы для реализации программы СПО. В ближайшей перспективе в 2021 году будут созданы еще 8 мастерских. Подчеркиваю, почему 8, а не 10, потому что, к сожалению, период пандемии оказал свое влияние на экономическую ситуацию как в стране в целом, так и в республике в частности. И теперь гранты на создание мастерских будут даваться только в размере по 4 мастерских в каждой профессиональной образовательной организации. Поэтому в 2021 году мы ожидаем создания в Сыктывкарском колледже сервиса и связи 4 мастерских по лоту «Социальная сфера», и 4 мастерских будут созданы в Воркутинском политехническом техникуме. В Воркутинскому политехническому техникуму, пользуясь случаем, хотел бы сказать отдельное спасибо. Я считаю, что нам всем с вами надо равняться на них, потому что Воркутинскому политехническому техникуму удается 2-й год подряд одерживать победу. Если они в прошлом году создали 5 мастерских, то в следующем году они еще создадут 4 мастерских. Что, к сожалению, пока не удается ряду других техникумов. Поэтому хотелось бы все-таки больших результатов и от вас, уважаемые коллеги. Это что касается направления, связанного с современной инфраструктурой. Теперь, следующее направление – это формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе наших техникумов и колледжей, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. Ну, говоря простым языком, задачу, которую ставит перед нами Минпросвещение и современный рынок труда, это мы должны с вами находиться в постоянном контакте с нашими социальными партнерами. Мы должны понимать все те их веяния, чаяния и желания, с какими качествами, с какими знаниями, навыками, умениями они хотят видеть молодых специалистов. А также мы должны с вами держать руку на пульсе и понимать, что на рынке труда сейчас востребованы, на рынке труда Республики Коми сейчас востребованы такие-то профессии и специальности, и, соответственно, мы должны на опережение, скажем так, предлагать нашим работодателям подготовку, вернее, переподготовку граждан, состоящих на учете в центрах занятости, граждан, которые просто находятся в активном поиске работы, с тем, чтобы, пройдя это обучение, они могли, скажем так, ну, с минимальными временными затратами найти себе работу. То есть вот здесь мы должны с вами, уважаемые коллеги, всегда держать руку на пульсе, и более того, этому направлению работы мы должны уделять очень много внимания, поскольку это в том числе, уважаемые коллеги, в свете экономических, скажем так, экономической ситуации позволяет пополнять ваш внебюджет. Так называемые открытые программы для открытого рынка для наших граждан Республики Коми. Следующее направление работы – это
формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. Вот здесь на что бы мне хотелось обратить внимание. У нас сделано в республике уже немало. У нас больше 160 уже преподавателей прошли повышение квалификации и переподготовку по стандартам WorldSkills в том числе. Да, у нас ежегодно проходит очень большое количество преподавателей традиционное повышение квалификации в рамках своих индивидуальных планов профессионального развития. Но мы с вами немножечко запаздываем в плане подготовки кадров под ту создаваемую инфраструктуру, которая появляется у нас с вами в техникумах и колледжах. То есть, когда мы понимаем с вами, что нам до какого-то определенного временного промежутка, да, например, в Воркутинском политехе, необходимо будет создать 4 мастерские по таким-то направлениям работы, нам параллельно, пока мы создаем эти мастерские, нужно уже осуществлять подготовку этих кадров, чтобы наши преподаватели, наши мастера производственного обучения уже обучали студентов не спустя какое-то время после того, как мастерские откроются, а уже в этот же день, начиная со дня открытия мастерских, уже подготовка должна вестись на современном уровне. Здесь у нас есть небольшие запоздания, но надеюсь, что мы, скажем так, в этом направлении исправимся. Но, тем не менее, эта задача стоит, и от нее никуда не деться. И да, здесь еще на чем бы хотела обратить внимание. 20 октября проходила коллегия Минпросвещения России, на котором в том числе рассматривался вопрос о смене подхода, об усилении, подхода в подготовке студентов системы СПО по общеобразовательным дисциплинам. Конкретно, если говорить простым языком, речь идет о том, что более углубленно будут студенты СПО проходить те общеобразовательные дисциплины, которые корреспондируются с их будущей профессией. Ну, например, если это технические специальности, значит, у них в большем объеме пойдут уроки физики, геометрии и так далее. И, соответственно, в ближайшие 2-3 года необходимо будет активно повышать квалификацию именно преподавателей этих предметов. На это тоже прошу обратить внимание, то есть в скором времени мы ожидаем шквал таких писем от Минпросвещения России, и, соответственно, это веерно, уважаемые коллеги, ляжет уже и на ваши плечи. Еще, скажем так, не ключевой, но это задача, которую уже ставит не только Минпросвещение России, но и глава Республики Коми. И ставит он ее с первых дней пребывания, скажем так, на посту сначала исполняющего обязанности главы, теперь уже главы Республики Коми. Это повышение качества усиление работы, связанной с профориентацией. Вроде бы у нас все хорошо, с одной точки зрения, но в то же время у нас достаточно большое количество абитуриентов, которые до сих пор выбирают то или иное направление работы по принципу «куда баллов хватило». В то же время своевременный правильный выбор вчерашнего школьника с будущей профессией снижает риски, скажем так, впоследствии нетрудоустройства, поскольку он учился не на ту профессию, по которой хотел бы в дальнейшем связать свою профессиональную деятельность. И в этой связи, в целях усиления как раз этой профориентационной работы в Республике Коми мы вновь вернулись к проекту, связанному с организацией профессионального обучения школьников, еще на этапе, пока они учатся в школе. Многие из вас уже включились в этот проект достаточно активно. Глава Республики Коми поставила задачу, что в первую очередь организовать профобучение школьников, находящихся в сельской местности. Поэтому нагрузка сейчас легла на наши техникумы и колледжи, которые расположены как раз в сельской местности, либо их филиалы расположены в сельской местности. Также, конечно же, делается акцент на организацию профобучения школьников в самих общеобразовательных организациях. Там, к сожалению, инфраструктура пока недостаточно, не на должном уровне, но, тем не менее, мы надеемся
что в ближайшее время ситуация здесь исправится, поскольку глава республики поставил задачу за счет средств соцпартнеров улучшить или обновить, или создать инфраструктуру не только в техникумах и колледжах, связанных с профобучением, но и в общеобразовательных организациях. Отдельное направление, оно узкое и касается только наших медицинских колледжей. Это в связи с поручением президента, связанного с кадровым дефицитом в отрасли здравоохранения, мы вынуждены будем из года в год увеличивать объемы контрольных цифр приема по медицинским специальностям. Резкого роста, конечно же, не произойдет, потому что мы понимаем, что существующая инфраструктура наших медицинских колледжей не позволяет принять то количество абитуриентов и вообще студентов, которые могут покрыть нашу кадровую потребность. Вам просто для сведения или для интереса, у нас ежегодно отрасль, все государственные учреждения здравоохранения испытывают порядка кадровую потребность порядка 570 до 600 человек. То есть у них там очень большая текучка кадров, поэтому количество КЦП, оно будет достаточно велико. Друзья мои, что касается регионального проекта «Молодые профессионалы», федерального проекта «Молодые профессионалы» и регионального проекта «Молодые профессионалы», не нам и, соответственно, не вам наши федеральные органы исполнительной власти в лице Минпросвещения, в лице правительства Российской Федерации в этом смысле не дают и, наверное, не дадут жить спокойно. Что я имею в виду? К сожалению, в плане мероприятий проекта «Молодые профессионалы», в плане показателей, тех, которые мы должны достигать, на федеральном уровне нет предела совершенству. Примерно раз в полгода мы испытываем очередную революцию, связанную с тем, что изменяются показатели и федерального, и, соответственно, и регионального проекта «Молодые профессионалы». И вот я вам хочу озвучить последние свежие новости. Буквально на прошлой неделе нам спустили дополнительное соглашение к нашему проекту «Молодые профессионалы», который мы должны будем заключить. И у нас происходят изменения по показателям «Молодые профессионалы». Я прошу вас по возможности сделать для себя пометки. Почему? Потому что, по сути, это и есть те ключевые основные направления, те векторы развития в системе среднего профессионального образования, которые в целом происходят на уровне России, и, соответственно, Республика Коми тоже должна будет, скажем так, двигаться в этом направлении. Итак, включается, такого не было, но теперь включается показатель доли выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям. Ну, по-русски это процент трудоустройства выпускников. Опять же, здесь особо пугаться не стоит, причем просто вам для сведения, показатель абсолютно идентичный для всех субъектов Российской Федерации, спущен всем. Он начинается с цифры 62,3% от общего числа выпускников, закончивших этот год в 2020 году, и 62,7% к 2024 году. Буквально на днях было совещание в режиме ВКС Минпросвещения, где рассматривали итоги мониторинга. И мы, скажем так, саккумулировав все ваши данные, которые вы направляли, также отправили в Минпросвещение. И в целом для сведения, как выглядит картинка на российском уровне. Вот я буквально 2 слайда с презентации госпожи Карабекян распечатал, это замдиректора профильного нашего департамента Минпросвещения. По результатам этого мониторинга, как в целом выглядят цифры на уровне России. Фактическая занятость выпускников 19-20 учебного года составила 56,7%. Коллеги, у нас с вами по Республике Коми эта цифра получилась 58%. То есть мы чуть-чуть выше среднероссийского показателя. В этой связи сразу просто маленький комментарий. Не совсем понятно, почему, понимая, что такие средние значения, почему у нас показатели спускают всем на уровне 62, не менее процентов. То есть уже ставя в позицию недостижения этого показателя. Самозанятые, вот в этом проценте самозанятых, то есть ребята, которые пошли работать исключительно на себя, на уровне России это 1,4%, у нас с вами 1,5%. Ну, просто для интереса, самые высокие показатели трудоустройства таких субъектов, как Хабаровский край, Новосибирская область, Чукотский автономный округ,
Ленинградская область и Московская область. Хуже всех у нас это Республика Тыва, Чеченская республика и Республика Ингушетия. Там 23 и 27% от общего числа выпускников трудоустроены. Следующий показатель, коллеги. То есть мы с вами вся наша с вами профессиональная деятельность должна быть заточена на то, что не только профориентировать абитуриентов, но и наших студентов профориентировать на то, чтобы они оттуда шли работать по полученной профессии и специальности. Почему по полученной профессии и специальности? Потому что все равно до сих пор в институтах, московских институтах подведомственных Минпросвещения и Миноборнауки пишется методика, которая потом будет позволять определять трудоустройство выпускников по специальности. То есть нам надо к этому все равно стремиться. Дальше трансформировался показатель, который был всегда традиционный, это доля обучающихся по программам СПО и сдавших государственную итоговую аттестацию по форме демонстрационного экзамена, он трансформировался в два подпоказателя. Первый показатель теперь звучит: доля обучающихся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру, вернее, обучающиеся прошли по программам СПО, прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей. А второй подпоказатель говорит про долю обучающихся образовательных организаций, реализующих программы СПО, продемонстрировавших по итогам демоэкзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам. То есть они теперь будут отслеживать не просто что сам факт сдачи демонстрационного экзамена, а еще и его результаты. То есть достиг ли он тех знаний, навыков и умений или нет. И здесь у нас с вами показатель на должном уровне. У нас была цифра этого года 7%. Мы ее достигли благодаря тому, что, несмотря на то, что пандемия нам сначала не позволила это сделать, но благодаря тому, что Минпросвещение изменило методику расчета данного показателя, и теперь в этот расчет будут браться, только эта методика будет действовать на этот год, будут браться не только ребята, выпускники, которые сдавали демоэкзамен как государственную итоговую аттестацию, но и те ребята, которые ее прошли в форме промежуточной аттестации. Следующий показатель, который для нас вводят, это, вернее, не вводят, он остается, это создана или обновлена материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы СПО. Это наши с вами мастерские. Напоминаю, до 2024 года нам необходимо создать не менее 50 таких мастерских либо лабораторий в системе СПО. А на сегодняшний день создано 25, показатель к концу следующего года составит 33. То есть есть еще к чему стремиться. Вот тот новый показатель, который корреспондируется с нашими задачами, которые ставит глава Республики Коми, это показатель звучит следующим образом. Во всех субъектах России внедрены программы профобучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям. То есть нам от этого уже, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, никуда не уйти. На профобучении надо делать акцент и делать этот акцент достаточно серьезно. И показатель, который сначала необходимо будет выполнять нам совместно с Кавказским политехническим техникумом, а потом, после создания этого центра опережающей профессиональной подготовки, все вместе, без этого никуда, звучит следующим образом. Это создание центра опережающей профессиональной подготовки в регионе. И он у нас должен быть создан в 2023 году. Мы подавали, Республика Коми подавали документы на конкурс, проводимый в этом году в Минпросвещения России, одержали победу, и такой центр у нас должен быть создан в 2023 году. Так вот, этот центр должен заработать в 2023 году, и уже начиная с 2023 года численность граждан, охваченных деятельностью центров опережающей профессиональной подготовки, должна составлять не менее 1000 человек. Ну, мы надеемся, что этот показатель нам оставит, потому что вообще нам цифру поставили 8000, что мы, конечно же, никогда не сделаем. Да, на уровне проекта соглашения нам поставили цифру 8000, мы озвучили предложение по корректировке на уровне 1000. Что такое вообще, напоминаю, или же озвучивали те, кто не знает, что такое Центр опережающей профессиональной подготовки? Ну, если следовать той концепции, которая утверждена
Министерством просвещения, то Центр опережающей профессиональной подготовки – это то структурное подразделение, либо самостоятельное юридическое лицо, которое создано в регионе и является координатором по взаимодействию таких вопросов, как мониторинг рынка труда, формирование вообще кадровой потребности, сводной кадровой потребности в подготовке кадров. Это разработка программ подготовки, переподготовки граждан именно на опережение и так далее. Но буквально позавчера на ВКС-ке с Минпросвещения, опять же в связи с тяжелой экономической ситуацией, поскольку урезали финансирование грантов на создание как раз этих центров опережающей подготовки на федеральном уровне, Минпросвещение заявил о том, что они будут корректировать концепцию создания ЦОПов и будут исключать часть задач, которые изначально были поставлены перед ЦОПами, оставляя такие важные задачи, как подготовка, переподготовка граждан на опережение. То есть, опять же, здесь это программы профобучения и так далее. Ключевая роль ЦОПа для нас с вами – это работа в роли оператора по формированию программ профобучения, по формированию, по сути, кадрового пула тех преподавателей, мастеров производства обучения и, скажем так, этих сотрудников действующих предприятий, которые готовы поделиться актуальными знаниями, навыками, умениями для будущих специалистов. И реализация этих образовательных программ либо на базе ЦОПа, либо посредством сетевого взаимодействия. Вот, по сути, это такая ключевая роль, которую теперь Минпросвещение отдает для данных центров опережающей профподготовки. Вот если говорить про ключевые направления, которые определены у нас в республике, то коротко у меня все. И буквально два слова хочу сказать о направлениях развития, которые закреплены протоколом заседания по итогам заседания коллегии Минпросвещения России. По сути, этих направлений 4 ключевых. Они во многом корреспондируются с теми направлениями, которые я уже озвучил, но есть направления, которые мной еще не были озвучены. Так, например, в качестве задач на уровне России ставится формирование нового ландшафта, видите, как красиво звучит, нового ландшафта сети СПО, в том числе по кластерному принципу. То есть это вот мы возвращаемся к теме оптимизации сети СПО. Уже на территории всей России вообще не стоит задача, чтобы жили маленькие техникумы и колледжи, а их нужно объединять по кластерному принципу. Вот в Республике Коми в основном ключевыми направлениями развития промышленности, например, является лесная промышленность. Ну и, соответственно, должен быть хороший, сильный игрок на рынке образовательных услуг в лице большого с достаточным количеством кадров и инфраструктуры образовательных учреждений, готовящих кадры по системе СПО, в том числе обеспечивающего преемственность для подготовки кадров уже по высшему образованию, например, для нашего Сыктывкарского лесного института и Ухтинского государственного технического университета. И что еще я не озвучил, это обновление структуры управления СПО. Но это уже больше, конечно же, я обращаюсь сейчас к директорам, если они нас слышат. Задача новой команды профильного департамента и Минпросвещения – это все-таки формирование и внедрение проектного подхода к управлению образовательной организацией, в данном случае образовательной организации по направлению СПО. Вот. Все остальные направления, они корреспондируются с теми, которые озвучил я выше на уровне Республики Коми, поэтому нет смысла повторяться. Ну и еще информация, буквально коротко для вас, я думаю, что она должна быть актуальной. Минпросвещение на позавчерашнем ВКС-ке еще раз напомнил о том, что, уважаемые коллеги, у нас есть ряд приказов, изданных начиная с 2017 года, об отмене ряда профессий, вообще исключение их из перечня профессий по программам СПО. Поэтому напоминаю, что необходимо все время возвращаться к этим программам, в том числе, когда вы формируете предложения по контрольным цифрам приема на очередной учебный год.
из серии просто, вот, скажем так, ну, улыбнуться, что ли. Сотрудник отдела профильного, да, департамента озвучил, например, такой пример, что профессия повара-кондитера с кодом 190117, да, вот себе пометьте, торгово-технологический техникум, кто он еще на поваров готовит, да, Сосногорский, Воркутинский. Так вот, по этой профессии, согласно их приказам, значит, прием был прекращен с 1 сентября 2017 года. Но когда провели мониторинг, с ужасом увидели, что у нас больше 6 тысяч студентов по всей России до сих пор учатся именно на этой профессии. Слава богу, Республика Коми, конечно же, нет. В этом перечне там озвучили 15 субъектов, которые до сих пор ведут эту подготовку. Но, скажем так, нам всегда надо держать с вами руку на пульсе. Последний приказ был 3 декабря 2019 года, по которому с 1 января 2020 года был прекращен набор аж по 96 профессиям и специальностям. Поэтому мы с вами, коллеги, всегда должны об этом помнить. Ну, в общем, если в общем целом коротко у меня все. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Только я немножко не понимаю, а как у нас есть обратная связь, то каким образом? Уважаемые коллеги, чате, да? вы можете вопрос задавать в чате и также в разделе «Вопросы» в верхней части нашей платформы. Коллеги, вопросы можете формулировать. Балдиш, большое спасибо. Я думаю, мы минуточку дадим для того, чтобы наши коллеги при возможности формулировали данные вопросы. Вы остаетесь? Да, я слышу. Да, Балдиш с нами будет продолжать работать. Будем продолжать. И таким образом мы с вами подходим к предоставлению плана работы Республиканского учебно-методического объединения по программе среднепрофессионального образования на 2020-2021 учебный год. Значит, в своем выступлении я хотела бы затронуть один аспект, как раз вот то, что говорил Павел Владимирович, это ландшафтная сеть и кластерный принцип, пусть будет так красиво звучать, но в моем выступлении несколько есть такие предложения по организации структуры нашего РУМО. Немножко у меня по-другому звучит, но тем не менее, это, опять же, мое личное мнение, и я ее, значит, вам представляю для обсуждения. Так как основной целью работы РУМО является обеспечение качества содержания в системе среднего профессионального образования в Республике Коми, я начну со следующего. В течение последних лет происходит существенная перестройка, да, профессиональной системы образования. Об этом говорил Павел Владимирович. Введены в ГосСПО, которые до сих пор осмысливаются нашими педагогами и подвергаются в том числе определенной критике. Принятый федеральный закон образования, он дал очень большую нам свободу и возложил на учебные заведения ответственность за разработку образовательных программ, в том числе и фондово-оценочных средств, которые каждый год перерабатываются, и как следствие у нас иногда идет неоднозначность контрольно-оценочных средств, различия в учебных планах. Введены и вводятся, вот сейчас совсем недавно у нас был перечень топ-50 тех профессий, которые требуют среднего профессионального образования. А вместе с ними и, конечно, будут актуализироваться в большей степени те стандарты, федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования. И, соответственно, нам необходимо будет вводить определенные изменения в программы подготовки обучающихся. Повсеместно внедряется сетевое, дистанционное, дуальное обучение. Определены приоритетные профессии и специальности топ-50. Это очень важно. Идет активная работа над новыми форматами олимпиадного движения, над форматами, работа по развитию движения Abilimpics и WorldSkills. Ну и также другие инновации.
И как оказывается, вернее, как показывает практика, не все образовательные организации самостоятельно могут справиться с этими задачами в силу разных причин. Наблюдается иногда у нас нехватка экспертов, которые могут, значит, активно и достаточно профессионально проанализировать основные профессиональные образовательные программы, учебные планы. Павел Владимирович, прямо скажу, не хватает, да, нехватка методистов у нас бывает, потому что оптимизация пришла, и не всегда у нас в должной степени есть методисты, которые тоже профессионально могут работать в области методического обеспечения. Есть кадровая проблема. Например, я вам скажу, что у нас проблема была с преподавателем иностранного языка, французского языка, ну и так далее. И вот такая разобщенность и самостоятельность учебных заведений в разработке основных профессиональных образовательных программ, различие учебных планов иногда приводит к тому, что наши студенты иногда не могут перейти с одного образовательного учреждения в другое. Ну и есть другие аспекты, проблемы, связанные с такой вот самостоятельностью, если можно сказать в кавычках. Я внимательно прочитала и сейчас вот прослушала ваше выступление, Павел Владимирович. Вот для успешной реализации концепции модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2025 года, особенно в условиях реализации образовательных профессиональных стандартов, которые сейчас у нас, над которыми стоит у нас задача, необходимо объединить усилия методической службы, в том числе нашего Республиканского учебно-методического объединения. Павел Владимирович, обращаюсь к вам. Почему к вам, вы, наверное, сейчас поймете, потому что где-то в недалеком прошлом была попытка Министерства образования и науки, по-моему, оно тогда так называлось, создать несколько учебно-методических объединений по укрупненным группам специальностей. В целях участия всех, ну, большинства, не всех скажу, а большинства педагогических, научных работников, представителей работодателей в решении задач проведения содержания, значит, в соответствии с требованиями, которые предъявляют наши работодатели к выпускникам, то есть так называемый профильный РУМО. Я посмотрела, значит, прежде чем выступить, посмотрела, как же работают РУМО в других, значит, республиках. И практически во всех, значит, региональных РУМО я вот увидела как раз вот именно такую профильную систему. Я сейчас объясню, чем такие профильные РУМО, ну, как бы более эффективнее, скажем так, для того, чтобы вот организовать систему среднего профессионального образования, качественное ее содержание. На мой взгляд, вот такая структура РУМО, она бы давала возможность сетевого взаимодействия не только различных образовательных организаций, да, потому что у нас вот даже в наших образовательных организациях есть разные направления подготовки в рамках отдельного профиля, но и к объединению работодателей этого же профиля. Организовать работу с очень важными, созданными и эффективно действующими региональным методическим центром по развитию национальной системы оценки квалификаций, республиканским координационным центром WorldSkills. Они и так уже работают. Каждое образовательное учреждение именно работает с этими центрами. Значит, с Республиканским центром развития движения Abilimpics. Но у нас 35 организаций, да, по-моему, профобразования? Нет, на сегодняшний день у нас, коллеги, напоминаю, у нас 32 образовательные организации, это 25 профессиональных образовательных организаций, которые подведомственны Министерству образования и Министерству культуры, 23 плюс 2. У нас с вами 3 негосударственные образовательные организации и 4 вуза на территории республики, реализующие программы СПО.
Вот. И к чему я это говорю? Вот такие созданные профильные РУМО, это вот сейчас каждый, сейчас вот у нас было Билимпикс, WorldSkills сейчас начнется, да, и я очень благодарна, например, Титовой Ирине Сергеевне, которая, ну, в общем, является, можно сказать, модератором координационного центра WorldSkills, которая денно и ношно отвечает на вопросы всех вот этих вот, так сказать, наших образовательных организаций, да. А если бы у нас были профильные РУМО, здесь было бы чисто координационно проще решить вот вопросы, связанные с теми же развитием, тем же компетенций и того же самого движения. Тем более, что все эти центры, они работают уже не первый год, и они имеют огромный опыт разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов. И каждое РУМО, кроме того, могло бы взаимодействовать каждое профильное РУМО могло бы взаимодействовать с другими РУМО, изучая опыт коллег, потому что даже внутри одной организации были бы члены различных профильных РУМО. И, значит, тогда бы у нас более эффективно были направлены усилия по разработке образовательных программ и актуализации их содержания, потому что сейчас очень большое внимание уделяется. Вот сегодня коллеги нам одно из направлений расскажут, где у нас есть существенные изменения в содержании образования. Галина Владимировна тоже отметит направление работы наших, значит, образовательных организаций. То есть чему я это говорю? Для успешной совместной работы необходимы общие интересы. И вот тогда у нас будет более-менее методическая работа будет более эффективной. Да, конечно, здесь могут возникнуть проблемы. И, наверное, скорее всего, что вот когда вот этот вопрос не был решен, да, по поводу профильных РУМО, это было связано прежде всего с тем, что в одном РУМО может быть 1 или 3 учебных заведения, а в другом до 10. И вот здесь может быть, это у меня только как предложение, я не говорю, что это как факт, и давайте именно так будем работать. Может быть, коллеги со мной не согласятся. И я думаю, что вот это была как раз одна из проблем, когда вот такие профильные РУМО не были созданы. Кроме этого, создание профильных РУМО даст возможность создать достаточно четкую структуру нашего РУМО. Туда будет ходить не огромное количество людей, которые у нас сейчас вот входит в наше республиканское учебно-методическое объединение, и у нас работают пока, ну, у нас еще не так много было заседаний, и работают только определенные рабочие группы, которые я собирала вот для первого заседания. Сейчас вот у нас была рабочая группа, когда мы обсуждали, как мы будем раскрывать те или иные вопросы. Ну и, соответственно, это административная нагрузка на заместителей директора, которые будут возглавлять данный РУМО. Но здесь уже, если есть направление профильное, работать гораздо будет проще. То есть, когда компактно 10 человек работают, работать, вот я это уже поняла, когда мы создавали вот наши рабочие группы по подготовке к заседаниям, к семинарам и так далее. И опять же, я еще раз повторяю, это мое личное мнение, я пока его ни с кем не согласовывала, даже с Галиной Владимировной я еще не обсуждала этот вопрос, но да, в данном случае, я думаю, есть некое рациональное зерно. Ну, а пока я вот обращаюсь к членам РУМО, жду от вас предложений по тому, что я сказала. Возможно, сейчас в условиях, как вы сказали, Павел Владимирович, ландшафтная сеть и кластерный принцип, у нас все меньше и меньше сейчас направлений подготовки идет. Может быть, как раз вот создание профильных РУМО и будет вот тем рациональным зерном для нашей совместной работы. Ну, а пока мы обсудим те, значит, направления, скажем так, которые я обозначила для нашего действующего РУМО, которое создано было в прошлом году, и, значит, на 2020-2021 год.
В последние полгода, даже не в последние полгода, даже, может быть, меньше, вышло очень много нормативных документов Министерством просвещения, касающихся системы профессионального образования. Поэтому на ваше рассмотрение я предлагаю следующие темы, потом эти темы, возможно, и наш уважаемый Республиканский институт развития образования, возможно, и курсы повышения квалификации проведет в условиях того, о чем я буду говорить. Ну, во-первых, это разработка, такой семинар хотелось бы провести, это разработка основных профессиональных образовательных программ по ФГОС, СПО с учетом требований профессиональных стандартов. Да, изменились профессиональные стандарты, их появилось очень много, в том числе ТОП-50. И, соответственно, вероятно, будут актуализированы стандарты по тем профессиям, по тем профессиональным стандартам, которые вышли вот совсем недавно. Тем более у нас изменились требования, сегодня Галина Владимировна у нас будет говорить, в соответствии с ФГО среднего общего образования. Также воспитательные работы. И вот этот вопрос должен быть нами рассмотрен с учетом актуальной законодательной базы. Потому что программы на базе, основные профессиональные образовательные программы на базе основного общего образования и среднего общего образования, они по структуре сейчас существенно будут отличаться по ряду пунктов. Я сейчас их не буду называть. Включается в структуру АПОП внеурочная деятельность. Вы, наверное, все слышали о рабочих программах воспитательной работы. Правда, она у нас, насколько я понимаю, мы будем включать и изменять АПОП с учетом рабочих программ воспитательной работы только с 1 сентября 2021 года, но тем не менее, те, кто у нас будет проходить федеральный контроль качества, уже эти программы у вас должны быть разработаны с учетом вот этих требований. И я считаю, что этот семинар у нас будет очень актуальным. Я думаю, что мы их проведем уже в январе-феврале. То есть я хочу разбить на несколько составляющих, потому что это очень большие вопросы, которые, значит, надо рассмотреть. Второе, значит, я уже давно задавалась этим вопросом и предлагала даже уже Галине Владимировне, это обучение в цифровой образовательной среде как новая возможность организации учебного процесса в системе СПО. Ну, мне кажется, здесь, наверное, не надо лукавить, что мы немножко отстаем здесь от общего электронного информационного пространства по сравнению со школами и с вузами. Есть свои проблемы, потому что у нас очень много времени занимает профессиональное обучение, практика и, да, профессиональное обучение – это уже новые термины. И я думаю, что следует обсудить эти вопросы, в том числе возникает, Павел Владимирович, и трудового законодательства по организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий. Сколько времени, как оплачивается дистанционная работа педагогов. Потом там есть вопросы, связанные с тем, что дистанционные образовательные технологии, они влияют на здоровье наших тоже студентов. То есть масса вопросов, которые нам необходимо обсудить для того, чтобы строить правильно нашу работу. Третье направление, которое я как бы для себя выделила, которое нам необходимо для обсуждения, это возможности образовательных организаций федерального проекта «Молодые профессионалы». Мне хотелось бы, вот Павел Владимирович здесь затронул этот вопрос, это грантовая работа, да, вот какие-то, видите, уже грант 2 получили, а кто-то вообще не получал. И также хотелось бы обсудить уже те вопросы, организацию тех мастерских, возможно, это предложение не мое, тоже я уже его слышала, о том, чтобы обобщить работу мастерских, действующих мастерских вот этой системы.
И еще одно направление, на котором я хотела бы остановиться. Я знаю, что это проблема и не проблема, с другой стороны, это стажировка, организация стажировки. В некоторых случаях она проходит у нас формально, и вот этот вопрос стажировки преподавателей, реализующих профессиональный цикл, она, конечно, тоже является актуальной. И вот эти вот вопросы я хотела бы как раз на этих вопросах остановиться в 2020-2021 учебном году. Я думаю, коллеги меня поддержат. Если, да, я не уделила внимания здесь, может быть, воспитательным аспектам, это и работа Совета профилактики, потому что сейчас были проверки, будет мониторинг работы Совета профилактики, и там тоже масса вопросов, которые тоже необходимо обсуждать. Пожалуй, все, что я хотела отметить. Я жду, предложений членов нашего РУМО, дополнений к тому, что я сказала. Спасибо за внимание. Уважаемая Вера Павловна, спасибо. Коллеги, у вас есть возможность сейчас включить микрофон и при необходимости выразить свое профессиональное мнение. Поэтому, кроме того, что вы можете написать какие-то вопросы, либо обозначить свою позицию, поддержку, либо дополнительное предложение, у вас в верхней панели еще есть значок микрофона. Он доступен каждому, уважаемые коллеги. Вы можете представиться и взять слово. Очень важно, конечно, что сегодня план должен стать основанием для деятельности нашего УМО. Действительно, на федеральном уровне сегодня федеральное УМО по программам СПО, оно рассматривается именно как коллегиальный орган, который принимает решения, который готовит предложения. И нам бы хотелось, конечно же, чтобы наше республиканское УМО тоже стало органом и для коллегиального обсуждения, и для принятия решений, которые в дальнейшем могут стать основанием для внесения изменений, в том числе, уважаемые коллеги, например, и в процедуру аттестации наших педагогических работников. Коллеги, это все возможно, потому что у нас есть много действительно документов, которые требуют пересмотра, которые требуют сегодня изменений с точки зрения именно тех гибких технологий сопровождения педагогов системы среднего профессионального образования. Поэтому наше предложение, уважаемые коллеги, такое. Вера Павловна направит всем членам РУМО проект плана. Мы здесь понимаем, что через именно наше заседание мы можем определять какие-то стратегические позиции. И, как мы говорили, уже через семинары, через работу групп, мы их называем профессиональные группы, можно рассматривать уже и с отдельными организациями какие-то вопросы, и с профессиональным сообществом по специальностям, дай бог, что у нас получится такие группы организовать, все те актуальные задачи, которые нам необходимо решить. Поэтому, уважаемые коллеги, я предлагаю в течение недели принять участие в обсуждении данного плана и именно рассмотреть дальнейший план как основание для нашей дальнейшей деятельности. И те предложения, которые Вера Павловна озвучила, я думаю, что они тоже важны для понимания управленческой модели деятельности нашего республиканского УМО. Коллеги, это очень важно, потому что мы должны понимать, что это не должен быть какой-то номинальный орган или там сообщество небольшого количества представителей СПО, а мы должны понимать, что каждый из вас уже несет в себе те обязательства, которые были возложены на него каждой образовательной организации. А значит, в дальнейшем вы готовы транслировать данную профессиональную позицию и именно стать
активными представителями РМО, которые в дальнейшем будут работать и сопровождать какое-то отдельное направление. Да, Верховный? Я поняла. Я думаю, что так. Да, коллеги, мы видим, что поступают уже предложения по поводу профильности. Не всё вижу, но... Не считать рациональным. А? Нерационально считать. Какие Нерационально. Деление на профильное УМО не считаю рациональным, так как действительно мы, мало наверное, говорим... профессионалов Да. и организаций, которые входят в систему. Да. Поэтому, коллеги, мы говорим, может, о профессиональных группах. То есть, если Да, не может УМО, быть. может, это будут такие профессиональные группы. Федеральная повестка такова, что действительно сегодня ФУМО создается по специальностям. Коллеги, я думаю, что вы все знаете официальный сайт ФУМО СПО. И на официальном сайте ФУМО СПО идет разделение. Например, ФУМО СПО «Управление и экономика», ФУМО СПО. Поэтому, коллеги, мы здесь говорим не о создании еще какого-то, например, органа, а, скорее всего, о профессиональных группах, но которые станут действительно профессиональными такими рабочими, в дальнейшем, может быть, даже проектными офисами, о чем мы говорим с точки зрения управления, прежде всего, качеством профессионального образования. Потому что действительно мы сегодня существуем в системе единого профессионального пространства. Не случайно сегодня коллеги будут затрагивать вопросы, связанные именно, может быть, и будет тоже обсуждать, с обсуждением новых ВГОСов по многим специальностям. И, конечно, это требует нашего экспертного мнения. И начиная с этой недели в экспертном элементе нашей работы, уважаемые коллеги, будем к вам обращаться. Почему? Потому что в течение 2 недель будут проводиться экспертные сессии как раз по обсуждению новых ВГОСов. И я думаю, что Республика Коми имеет возможность только принять участие, но и заявить о какой-то своей экспертной позиции. Поэтому, коллеги, вот здесь эту позицию я хочу, чтобы вы рассмотрели по поводу создания вот таких профессиональных групп по специальностям. Коллеги, это важно. А потом уже рассмотрим, как они могут работать. И также, коллеги, предложение Веры Павловны, которое было озвучено. Итак, у нас есть заседание, где мы с вами обсуждаем подходы к тому или иному направлению, а далее через профессиональные семинары, через повышение квалификации, через какие-то проектные сессии можно уже это не обсуждать, а транслировать и вырабатывать уже новые компетенции, которые необходимы и для руководителей, и для преподавателей, и для всего управленческого состава, уважаемые коллеги. Поэтому поразмышляйте, подумайте. Я говорю, мне очень жаль, что мы очень не можем встретиться, но вот такой формат. Уважаемые коллеги, я, к большому сожалению, должна сейчас минут на 20 вас покинуть. Мы сейчас проводим оргкомитет по рождественским образовательным чтениям. Сегодня у нас в институте представители Госсовета правительства Республики Коми. Поэтому, уважаемые коллеги, я вас покину и после уже присоединюсь для того, чтобы представить стратегию формирования общих компетенций именно как результатов ГОСов. Поэтому, коллеги, я еще вернусь, я надеюсь, сегодня успею. У нас еще есть одно предложение. Предлагаю начать. Пересмотр коллекции аттестационных портфолио. Да, коллеги, предлагаю... Почитайте. Предлагаю начать пересмотр на коллекцию аттестационных портфолио. Кроме того, важно понять, как вводить изменения в СПО в ГОС старшей школы. Да, поэтому, уважаемые коллеги, вот мы об этом тоже, я буду об этом говорить. И мы понимаем, что сегодня мы затронем общие компетенции. Далее у нас будет отдельный вопрос именно по образовательным результатам, которые должны демонстрировать наши обучающиеся именно как уровня среднего общего образования. Коллеги, только анонсирую, Рособорнадзор уже обозначил свою позицию, что со следующего года будут введены всероссийские проверочные работы именно по общеобразовательным предметам. То есть учебные дисциплины, которые у вас в программах соотносятся с дисциплинами, которые включены именно в общеобразовательную программу, они будут мониториться. Поэтому, коллеги, конечно, есть что обсуждать, есть над чем действительно сегодня поразмышлять и какую стратегию выбрать с точки зрения готовности преподавателей именно к таким изменениям. Но сегодня очень важно понять, что именно благодаря РМО мы должны донести до каждого преподавателя
что мы должны быть готовы и к мониторингам, и к любым диагностическим процедурам, которые сегодня будут рассматриваться именно как основа для принятия важных решений на уровне республики, на уровне Российской Федерации, и они связаны именно с развитием системы СПО. Ну а в центре нашего внимания, коллеги, в центре деятельности РУМО, конечно, это педагог и наши студенты, наши обучающиеся, потому что все, что мы сегодня обсуждаем в дальнейшем, это ради того, чтобы действительно профессиональные компетенции педагогов позволяли как можно большему количеству педагогов сегодня быть современными и выходить на аттестацию действительно готовыми, и как можно больше педагогов должно стать с высшей категории. Коллеги, у нас, к сожалению, очень маленький процент, и вы это знаете. А с другой стороны, демонстрация результатов нашими обучающимися, не только профессиональной компетенции, но и общей компетенции, сегодня рассматривается именно как модель качества образования, которая должна быть сформирована на уровне каждого субъекта. Уважаемые коллеги, я тогда вам слово передам, а потом вернусь для того, чтобы, надеюсь, закончить. Пожалуйста. Спасибо. Если я не успею, если я не успею, кажется, что еще раз посмотрим. Переключите мою презентацию. Уважаемые коллеги, значит, действительно в федеральном законодательстве изменилось нормативно-правовое обеспечение по практике, практической подготовке обучающихся. Я думаю, что эти вопросы вы уже, возможно, рассматривали на методсоветах, но тем не менее, насколько я понимаю, рабочая группа у нас собиралась, и здесь возникли тоже некоторые вопросы, и попробует нам Зоя Николаевна довести до вас, где вы столкнетесь, с какими трудностями столкнетесь и какие нормативные документы, локальные акты вам придется изменить уже в этом учебном году. Пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Да, действительно вышло очень много. Не переключается, да? Вышло очень много нормативной документации, и я затрону то, что вышло... Переключите, пожалуйста. Ничего не получается. Все. Ой, второй. В части практической подготовки обучающихся. Так, 1 июля вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в закон об образовании, и туда в первую очередь внесено понятие «практическая подготовка», организация практики в форме практической подготовки и информация о положении о практической подготовке. Следующий документ вступил в силу 21 сентября. Это приказ, который вносит существенные изменения в порядок организации осуществления образовательной деятельности по СПО, и в том числе в части практической подготовки обучающихся. И непосредственно приказ 885-390 тоже вступил в силу 21 сентября, который отменяет действующее положение по практике, и вводится у нас уже практическая подготовка обучающихся. Конечно, первый шок от этого у нас уже, от нового приказа уже прошел, много разъяснительной информации было, но тем не менее как бы вопросы остались, и в принципе они решаемые, и будем разбираться и решать. На основании этих федеральных... Переключи, пожалуйста. Документов нам придется поменять много чего в наших локальных актах, в других документах. Но в первую очередь это, конечно, положение практики обучающихся. Само положение практики, оно имеет право жить, потому что практика осталась в федеральных образовательных стандартах, никуда не делась. Но положение о практической подготовке обучающихся, оно должно быть тоже обязательно, потому что практическая подготовка включает в себя не только практику, но и практическую подготовку при проведении практических занятий, лабораторных лекций, все, что связано с реализацией будущей профессии.
Это необходимо пересмотреть либо надо было в первые 10 дней после выхода документа, да, либо пересмотреть сейчас, внести свои изменения на следующий учебный год. И, соответственно, все это ляжет изменениями в положении об основной профессиональной образовательной программе. Но тут зависит от тех изменений, которые у вас будут. Затем немаловажным фрагментом является то, что в положении о практической подготовке есть такой пункт оплата проезда к месту практики. Нам тоже необходимо отразить этот момент либо в положении о практической подготовке, либо в локальном акте организации, где прописывается оплата проезда к месту отдыха и туда же и к месту практики. Ну, соответственно, пойдут изменения в рабочие программы дисциплин, если мы предусмотрим практическую подготовку при проведении каких-то компонентов, да, и в рабочую программу практики. Следующий слайд можно? Следующее, на чем хотела остановиться, это какие проблемные места могут возникнуть, какие вот, может быть, нестыковки в переходе с положения по практике при организации непосредственно практики. Во-первых, работодатели у нас привыкли к договору о практике, и возникают вопросы, что такое практическая подготовка. Ну, мы привыкли вести разъяснительную работу, я думаю, что мы будем с ней работать и дальше. Для нас плюс в этом договоре практической подготовки заключается в том, что если раньше, допустим, проведение каких-то лабораторных работ, касающихся овладения будущей профессией, практических занятий, еще каких-то мероприятий, требовалось, на предприятии имею в виду, требовалось узаконить договором о сетевом взаимодействии или еще что-нибудь, то теперь мы это можем прописать в договоре о практической подготовке. Тот компонент, который мы будем реализовывать, тот и можем прописать. То есть нам надо с работодателями работать в том направлении, что расширяются возможности сотрудничества и возникают новые точки соприкосновения. Много вопросов вызвал пункт 2.2 договора. Это о назначении ответственного лица от предприятия и предъявлении к нему требований, соответствующим требованиям трудового законодательства о допуске к педагогической деятельности. Весь договор о практической подготовке, он направлен на обеспечение безопасных условий обучения обучающихся. Отсюда и эти требования. Но если разобраться, как мы работаем, то, по сути, на каждом предприятии эти требования сохраняются, потому что, соблюдаются, вернее, потому что, как правило, руководителем практики от предприятия назначается руководящий работник, который имеет и справку о судимости, и отсутствие каких-то хронических заболеваний. Да, соответствует этим требованиям, то есть как будто бы уже и не видим мы проблемы в этом пункте. Судя по тому, что вот мы уже запустили в работу этот договор, в принципе, у работодателей не возникают особых проблем. Посмотрим, как это будет дальше. Опять же, на крупных предприятиях, в сфере образования, в сфере услуг эти требования соблюдаются. Следующий слайд можно? Возможно, будут проблемы, предъявляемые в плане профильности организации, соответствия ее образовательной, профильной деятельности. Профильной деятельности, да. Но каким образом мы будем это доказывать и так далее. Допустим, крупное предприятие, тоже вот мы работаем с таким партнером, как Мондис ЛПК, его основная профильность – это выпуск бумажной продукции, но если мы посмотрим структуру предприятия, то практически все наши направления подготовки там востребованы, и доказательная база того, что мы соответствуем, вот это предприятие соответствует нашей базе практики, есть. И то же самое с небольшими предприятиями. Допустим, если у вас бухгалтерский учет, то почти в любой организации есть в структуре либо в уставе подразделения
бухгалтерии, где ребята по этой программе могут проходить практику точно так же и по другим направлениям подготовки. На сегодняшний день небольшая сложность есть в том, что с такими крупными предприятиями, как МОДИ, СЛПК, Комиэнерго и другими, у нас заключены длительные соглашения о сотрудничестве. Но законодательство нас обязывает заключить с ними договор о практической подготовке. Организаций много, и такие крупные предприятия не идут на заключение небольших договоров о практике. И, как правило, у нас все эти договоры шли приложением к соглашению о сотрудничестве, ну, каким-то общим одним документом на год. Ну, тут тоже, консультируясь с разными организациями и читая рекомендации, можно найти выход из ситуации в том, что заключить вот этот договор о практической подготовке, ну, также приложением к соглашению на всю образовательную программу, на период действия образовательной программы. Допустим, мы набрали с 1 по 4 курс, и уже только приложениями указывать, на какой период ребята идут и в какие подразделения. То есть как будто бы вопрос решаем. Что касается компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, то тоже был камень небольшого преткновения, но сегодня мы понимаем, что этот пункт не регламентирован законодательством, поэтому мы сейчас сядем, подумаем и решим, какие пункты у нас будут в форме практической подготовки, и самостоятельно определим объем часов на изучение этих компонентов. То есть, по сути дела, пока мы готовились к этому совещанию, много вопросов разъяснилось. Благодаря письму Министерства науки и высшего образования о направлении вопросов и ответов от 30 октября. Там более 72 вопросов и ответов. Несмотря на то, что это Министерство науки и высшего образования, мы очень тесно перекликаемся в этом плане. У нас теперь один порядок. Вот. И практически на все наши вопросы там даны достаточно компетентные и полные ответы. Поэтому, да, было страшно, но первый шок прошел, почитали, переработали свои положения, сработали с руководителями практики. Как будто, ну, есть вопросы, они будут, но все решаемо. Уважаемые коллеги, уважаемые заместители директора по учебной работе, я вам, несмотря на то, что вот это значит, понятие практика, практическая подготовка, она в сентябре только, да, была озвучена, то есть соответствующий нормативный документ. Тем не менее, я рекомендую в ОПОП внести листы изменения, внесение изменений в учебные планы в плане терминов. У нас была учебная практика и производственная практика. Почитайте внимательно ответы и вопросы и введите правильные термины в листы вот этих изменений. Особенно это касается тех, кто подлежит аккредитации и проверки на качество. Ну и, соответственно, нормативные приказы на практику, они уже не звучат на практику, они звучат о направлении на практическую подготовку. То есть в этой части тоже мы должны сработать сейчас уже. Те приказы, которые издаются после 21 сентября, они не на практику, на практическую подготовку в форме при проведении практики. В любом случае понятие практика, оно должно сохраняться внутри практической подготовки. Ну вот такая основная информация по этому вопросу. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Вопросы есть? А у меня, если позволите, можно вернуться на один слайд назад? Просто вопрос на понимание, почему эта норма у вас как бы вызывает как проблемное место. Вот пункт 6. Объем часов на освоение компонентов программы в форме практической подготовки не регламентирован законодательством образования. Образование решается самостоятельно. А в чем проблема-то, по сути, заключается? Почему для вас нужно, чтобы это было зарегламентировано? Ну, вопрос этот возник
пока полностью мы не переключились на само понятие «практическая подготовка». А оно звучит, что это форма организации образовательной деятельности, пропускаю, да, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направлена на формирование и закрепление развития практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. То есть, допустим, по дисциплине какой-то профессиональной идут лабораторные работы. Не все лабораторные работы будут практическая подготовка. Допустим, там 50 часов у нас всего, 25, возможно, будет просто лабораторной работы, а 25 в форме практической подготовки, которые касаются непосредственно будущей профессии и могут проходить, к примеру, на предприятии или даже в наших мастерских, но они вот именно связаны с будущей профессией. Нет, я просто к чему? Мне кажется, здесь наоборот законодатель развязал руки в плане как раз тесного контакта с работодателем, под который осуществляется подготовка, да, и как раз уже образовательный дата с этим работодателем и определяет. Да, работодатель дает рекомендации, а вы уже закрепляете в своих локальных актах эти объемы часов. Ну, первая реакция была, мы испугались, а потом, я говорю, мы даже видим много плюсов в том, что у нас этот договор, он развязывает, по сути дела, руки. Просто было бы хуже, если бы это было закреплено в законодательстве федеральном, и потом Да. мы бы перед работодателем просто оправдывались. К сожалению, мы не можем, потому что нас обязывают вот столько Ну, опять же, многие ведь часов поймут, давать, что и надо не меньше. вести во все дисциплины. А мы можем аргументировать, что в этой дисциплине не обязательно, да, тут. Но опять же, я говорю, во всем вот разобрались. Хорошо, что было время. Уважаемые коллеги, есть еще вопросы? Так, коллеги, может быть, что-то, какие-то животрепещущие вопросы, насущные, которые уже давно наболели, не можете услышать на них ответы. Можно по микрофончику задать, можно написать в чате. Я думаю, что те вопросы, которые в чате... Просто интересное обсуждение. Нас кто сейчас слышит? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Сколько нас с вами в республике? По ту сторону экрана. Много. Угу. Все. Угу. Я просто думаю, что не всегда, прослушав новую информацию, готов задать вопрос. Ну да. Я поэтому думаю, что вот те вопросы, которые были заданы, я думаю, что Мария Владимировна соберет, посмотрит, и я буквально с каждым, наверное, буду обсуждать. А вот Людмила Николаевна пишет, нет микрофона вверху. Людмила Николаевна, вот у нас этот микрофончик, иконка с микрофончиком, вот, например, она сразу после надписи «Заседание УМО». Я не знаю, конечно, как у вас интерфейс выглядит, но вот у нас микрофончик этот виден, например. Он в верхней панели экрана. Не в самой верхней, как третья строчка. Ну, раз нет, тогда лучше написать, если... Единственное, что я еще хотела бы отметить, когда вы будете разрабатывать положение о практике практической подготовки, есть, насколько я знаю, примерное положение, да? Да, Росметод, да. Я вот рекомендую пока на какое-то определенное время просто-напросто от него не отступать и кардинально ничего там не менять. Вы можете добавить, но все, что написано в примерном положении, пожалуйста, коллеги, не убирайте. Это примерное положение, оно требует исполнения, а добавить вы можете. Вот это вот такое вот с меня звучит предложение, потому что раз будет проверка, естественно, будут соотносить те или иные документы, которые рекомендованы Министерством просвещения. Вопрос, пользуясь случаем. Микунский железнодорожный техникум, кто-то есть с нами сейчас в чате? Коллеги, отзовитесь, если да. Вот видите, да, у нас Микунского железнодорожного нет техникума. Хорошо, ладно, спасибо. Угу. Уважаемые коллеги, Галина Владимировна, к сожалению, не может подойти. И вопрос, который связан... Да, микрофон, говорит, не вижу. Мониторингом профессиональной компетенции студентов СПО. Николаевна. На следующий семинар. Там как раз он будет связан со структурой АПОП.
по ФГО с новым, не по новым, по ФГО с СПО, и я думаю, что там этот вопрос у нас с вами будет. Вот, Людмила Николаевна, вот он. Рассмотрим. Чуть-чуть ниже курсор. Еще, вот, чуть выше. Чуть выше. Оп, вот. Да. Ага. Вот. Людмила Николаевна, вам сейчас, я так понял, дали функционал включить микрофончик, да? Поэтому, если Можете есть задать вопрос. да, желание задать вопрос, пожалуйста. Да, вот пока. Ну, к сожалению, наверное... Не получается, да? Не настроен. Ну, тогда, Людмила Николаевна, ждем от вас вопроса и постараемся на него ответить. Всё. Алло, алло. О, Уважаемые коллеги, вы меня слышите? Да, слышим. Все, наконец-то. Уважаемые коллеги, да, вот сейчас микрофончик появился. Я хочу всех поприветствовать, находящихся на экране. И вот единственное, что те вопросы, которые были озвучены Верой Павловной, ну, по поводу тех предложений, которые были предложены, я уже написала в чате. Вот. Дело в том, что создавать вот такие мобильные рабочие группы можно, но, на мой взгляд, постоянно действующие группы, они все-таки будут очень сложно работать. Почему? Потому что мало образовательных организаций все-таки, общее количество, да, всего там 32. Вот. Понятно, что они все разбросаны по образовательным организациям, и будет достаточно сложно общаться. Ну, мы понимаем, что мы сейчас все живем в дистанте, да, и все разорваны друг от друга. И вот, ну, на мой взгляд, что вот это не будет рациональным все-таки, да, такая форма работы. Хотя попробовать можно. Мы пробовали, у нас были такие группы, мы группы создавали по тематическому принципу. Вот, они какие-то работали, какие-то не работали, но там большое количество участников было. Это все-таки общее образование. Вот именно с этой точки зрения. Ну, а что касается тех предложений, которые были озвучены, ну, может быть, несколько не по теме, вот тех проблем, которые сейчас озвучиваются, но хочется сказать, что все-таки, может быть, нам надо уже посмотреть на модели портфолио аттестационных и согласовать какие-то наши действия, экспертов, может быть, да, по решению возникающих проблем. Вот как-то хочется погрузиться в эту тему и хотя бы какое-то время, коллеги, может быть, вы меня поддержите, может, нет, да, но я считаю, что вот как-то можно обратиться к этой теме. это портфолио преподавателей имеется в виду, да? Портфолио преподавателей, мастеров, Ага, производственного обучения. Это портфолио, которое подают на аттестацию, да? Категория. Да, на аттестацию. Да. Да, это очень больная тема, потому что действительно очень много времени педагог тратит на предоставление документов, которые потом, по сути дела, эксперт просто пролистывает. И я видела, да, действительно, Людмила Николаевна, вы правы, возможно, надо обратить внимание действительно на эту тему. Я согласна. А на сегодняшний день форма портфолио у нас закреплена каким локальным актом? Министерство образования или на уровне КРИРО? Да, есть нормативные акты российского уровня и есть положение республиканского уровня, и вот именно модели портфолио закреплены республиканскими нормативными документами. Хорошо. Понятно. Николаевна. Спасибо. Еще какие есть? И еще, что касается проблемы, мы все с ней столкнемся, с этой проблемой. Это вот, как я уже писала тоже в чате, вопрос федерального государственного стандарта старшей школы, поскольку студенты СПО получают образование, да, соответствующий аттестат получают, и поэтому вот такой двойной стандарт, он падает на систему, и практически там есть ряд таких проблемных вещей, моментов, которые даже непонятно откуда брать часы, каким образом реализовывать вот тот новый стандарт, который уже утвержден, уважаемые коллеги. Да.
Мы знаем, что мы тоже тормозимся пока с этим введением. Почему? Потому что еще и школа пока еще не поняла, не разобралась, как быть с этими проблемными ситуациями. Но это нас тоже коснется. Поэтому я думаю, что когда оно коснется, мы к этому должны быть готовы. Поэтому это нужно обсуждать, это нужно думать, как выходить из этих ситуаций. И это такая тема, она вот действительно требует такого внимательного приближения. Людмила Николаевна, я уже сказала, что да, действительно структура КОП, которая будет введена с сентября 2021 года, она существенно отличается по программам, которые идут на базе среднего общего образования и основного общего образования. И поэтому я понимаю эту проблему, это больное место. И да, действительно, по структуре часов и по количеству дисциплин, предметов, которые изучаются в цикле общеобразовательных дисциплин, даже в методических рекомендациях, которые нам дает Министерство просвещения, там разные установки. Где-то не менее 10 дисциплин, а где-то стоит просто четко, даже вот последняя четко, 10 дисциплин, которые должны быть включены в состав общеобразовательного цикла. Да, надо в этом всем разбираться, и я думаю, что совместными усилиями мы придем к какому-то единому мнению, чтобы у нас все образовательные организации именно был одинаковый подход к этой проблеме. Спасибо большое за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Людмила Николаевна. Ну, все, да, у нас? Да, до свидания. Все, коллеги, спасибо вам за участие. Всего доброго.